Здравствуйте, мои дорогие ребята! У нас сейчас урок русского языка во 2 классе. А тема урока – чем люди занимаются на ферме. Вот посмотрите на картинку и видим на картинке что? Правильно, маленькое хозяйство, где есть домашние животные. Правильно. Посмотрите на картинку, которая называется «На ферме». Мальчики пришли на ферму помогать старшим. Это молочная ферма. Правильно. Здесь ухаживает за коровами. Для начала давайте проведем словарную работу. Овца, кой, фермер, ферманың иесі, лошади, жылқылар, лошадь, жылқы, верблюд, түйе, доярка, сауыншы, кормит, жем береді, кормить, жем беру. Тракторист работает на тракторе. Овощи растут на грядке. Овцы пасутся на пастбище. Корова нам дает что? Молоко. Правильно, с молока мы получаем кефир, творог, сметану, масло, да? Вот такие молочные продукты. Кто это? Корова, сыр, правильно. Лошадь, жылқы, верблюд, түйе, овца, қой, коза, ешкі. Давайте ответим на несколько вопросов. Как называют человека, который работает на ферме? Правильно, фермер. Вот у мальчика Асан, но брат работает фермером. Асан пришел помогать своему брату на ферму. Где работает тетя Вера? Кто она? Если она доит коров, значит она... Кем она работает? Правильно, она работает дояркой на ферме. А что делают мальчики? Они ухаживают за животными на ферме. Их что делают? Кормят, правильно. А кроме коров, еще какие животные живут на ферме? Правильно. Вот мальчик, например, кормит кого? Лошадь. Он еще кормит кого? Козу. Девочка кормит кого? Овцу. Она кормит кого? Корову. Тетя Вера кем работает? Она что делает? Она работает дояркой, она доит корову. Спишите вместо точек и вставьте слова. Наш, наша. Наш верблюд. Верблюд он чей? Он мой. Правильно, мужского рода. Конь. Правильно. Наш конь. Тоже мужского рода. Баран он чей? Баран он мой. Тоже мужского рода. Наша ферма. Ферма чья? Она моя. Это существительное женского рода. Наша овца. Чья овца? Наша овца. Существительное женского рода. Наша коза. Коза чья? Она моя. Тоже существительное женского рода. Это задание вам нужно переписать в тетради. На уроке все было понятно, ребята? На уроке материал мне был понятен. Да, ребята? Так вот можно написать. Хорошо, спасибо за внимание, ребята. Вас еще ждут тестовые работы. Я думаю, вы легко их выполните. Удачи!